Во Владикавказе стартует международный симпозиум «Аланика». Художники из самых разных стран за 2 недели должны создать настоящие произведения искусства. Сегодня они принимают вызов. Тема 9-го симпозиума позволит фантазии художников развернуться – искусство и идентичность в 21 веке. В этом году к нам пожаловали гости из Великобритании, Эквадора, США, Ирана, Египта, Турции, Грузии, Дагестана, Чечни. Художники, прибывшие в Осетию, смогут ощутить, как именно место работы влияет на технику, как творение художника может изменить пространство. 9 лет пролетело как один день, но тем не менее многие работы этого симпозиума нашли воплощение в жизни города. Это композиции, это рисунки, это то, что молодежь города Владикавказа знакомится с ведущими художниками, с ведущими скульпторами. Это очень важно, это не менее важно, чем воплощение каких-то элементов. Ахмед Хасиб Вакар последние годы живет в Бельгии. У него была персональная выставка в Амстердаме. Во Владикавказе он собирается экспериментировать с планетарием. Я прорабатываю детали и собираюсь сделать проект, связанный со звездами и обсерваториями. И для меня интересен в качестве площадки для творчества старый планетарий, который я увидел здесь. Куратор Аланики Навхак считает, что за несколько десятилетий общество очень изменилось. Эти перемены коснулись и сферы искусства. Другие методы и подходы используют в своем творчестве художники 21-го столетия. На Кавказе, где в своем многообразии взаимодействуют и дополняют друг друга такие разные этнические группы, эта тема особенно актуальна. Мне очень понравилась идея, что вот многие же говорят о 7 поколениях. И генетики, эзотерики, ученые, о том, что на тебя прямо влияют 7 поколений людей, которые были до тебя. То есть это 126 человек ровно, которые стоят за твоей спиной, и каждый, в тебе могут быть части, и, грубо говоря, ты это не только ты, но и то, что было до тебя. О роли симпозиума «Аланика» для региона говорил президент фонда «Арт Кавказ» Николай Хлынцов. Именно по его инициативе 9 лет назад появилась эта уникальная площадка, где с каждым годом становится все интереснее. В течение 2 недель любой желающий может прийти в Национальную научную библиотеку и окунуться в мир искусства. Залина Губурова, Алан Гасанов, Осетия ТВ.